Приветствую вас, уважаемые телезрители. Я Влад Давыдов и мои коллеги, корреспонденты Якутии-24 подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Переброска сил на север. Все основные усилия по тушению лесных пожаров будут перенаправлены в северные районы. Поручение дал глава республики. Готовность к сентябрю. В образовательных учреждениях Ленского района идут ремонтные работы. Что сделано и что предстоит. Статистика дня. Какие профессии востребованы в Якутии и какие специалисты зарабатывают больше других. Подробный обзор. Наши на вершине. Якутские спортсмены по масс-рестлингу в составе сборной России завоевали 5 золотых медалей на этапе Кубка мира. Международный успех. Десятиклассник из Нерингри принял участие в научном лагере в Китае. Какой проект он представил? Все основные силы по тушению лесных пожаров будут перенаправлены в северные районы. Соответствующее поручение дал глава региона Айсен Николаев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава отметил, что несмотря на улучшение обстановки в Заречной, Южной и Вилюйской группе районов, на севере республики ситуация остается весьма напряженной. В этой связи Айсен Николаев поручил в ближайшие дни все усилия по борьбе с лесными пожарами направить в Верхоянский, Среднеколымский, Абыйский, Жиганский и Оленёкский районы. Необходимо усилить в данных районах лесопожарные группировки, в том числе, если это необходимо, дополнительными силами Федерального резерва Федерального бюджетного учреждения авиалесохраны. Кроме того, авиапредприятиям республики необходимо обеспечить выделение воздушных судов для доставки лесопожарных формирований к местам лесных пожаров, ну и выполнения работ по их тушению. Эти задачи, еще раз хочу подчеркнуть, необходимо выполнить буквально начать уже реализовывать в ближайшие часы. Тем временем жители Среднеколымского села Эбях вышли на борьбу с лесными пожарами в составе мобилизованных бригад из 72 человек. МЧС сообщает, что пожар вблизи села населенному пункту не угрожает. Огонь действует севернее, за болотистой местностью и озерами. Метеоусловия довольно благоприятные. Также для защиты села по периметру проложена минерализованная полоса длиной в 1,5 километра. Имеется естественная преграда в виде озера. Отмечается, что обстоятельства возникновения природного пожара будет расследовать дознаватель. В Среднеколымском районе, близ населенного пункта Эбях, действует природный пожар. В целях защиты населенного пункта подготовлена минерализированная полоса по периметру села Эбях длиной 1,5 километра и шириной 3 метра. Имеется естественная преграда в виде озера. В местности работает сводная группировка из 12 человек спасателей и пожарных службы спасения Республики Саха-Якутия и Государственной противопожарной службы Среднеколымского района. Всего задействовано на пожаре 72 человека и 6 единиц техники, в том числе местное население, которое оказывает посильную помощь в обеспечении безопасности села. Данный пожар действует севернее от населенного пункта, за болотистой местностью и озерами. Метеоусловия благополучные. В настоящее время угрозы населенному пункту нет. Также для выяснения обстоятельств возникновения природного пожара в местность направлен дознаватель Среднеколымского района. Проводятся следственные действия. Инспекторы ГИБДД Чурапчинского района усилили профилактическую работу из-за роста количества ДТП. За 7 месяцев текущего года в Улусе уже произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Этот показатель в 3 раза превысил цифры прошлого года. Также с предстоящим началом учебного года сотрудники ГАИ проверили водителей, занимающихся перевозкой детей. А в рамках операции «Участок» инспекторы совместно с участковыми провели проверку хранения и ношения огнестрельного оружия в связи с началом сезона охоты. По итогам 7 месяцев 2019 года по Чурапчинскому району, к сожалению, идет рост дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, погибло 2 человека в результате дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году погиб 1. Из-за роста дорожно-транспортных происшествий на территории Чурапчинского района с 12 августа в целях обеспечения безопасности дорожного движения у нас идут дополнительные мероприятия с участием участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних и других служб.
Обращаясь к водителям, хотела бы убедительно попросить, чтобы, если они перевозят несовершеннолетних детей до 12 лет, использовать специальные удерживающие устройства для обеспечения их же безопасности. К другим темам Айсен Николаев поручил организовать бесплатное питание в образовательных учреждениях нуждающимся семьям. Также начать субсидировать авиабилеты с 2020 года для перелета из районов республики в Якутск на Олимпиады. Как известно, августовское совещание, главное образовательное событие года, включало в себя стратегические и проектные сессии, форсайты. Прошла презентация проекта внедрения цифровой среды в образовательные организации. Педагоги из разных районов республики обсудили планы на предстоящий учебный год. Много мнений прозвучало по поводу идеи о запрете телефона в школах. Главная цель на этот учебный год – войти в число 15 лучших субъектов России по качеству образования. Не хватало, скажем, каких-то моментов, именно связанных с поддержкой и учительства, да, значит, с решением проблем, связанных с нашими особенностями региональными. Да. И вот в своем выступлении Арсений Сергеевич дал ряд важных поручений, касающихся и здорового образа жизни, и транспортировки детей на республиканские олимпиады, и рассмотрение вопросов питания, увеличения вот в рамках борьбы с бедностью, да, и, значит, вопросы, связанные с изменением подходов вообще в образовании, да, в том числе созданию образовательных комплексов. Сейчас у нас уже, можно сказать, картина, пазл практически складывается, да, цель ясна, задачи указаны, значит, направление для решения тоже есть. И есть поддержка со стороны руководства республики, вот всего нашего педагогического сообщества. Также в рамках августовского совещания работников образования обсудили развитие сети президентских школ в Якутске. Участие принял основатель сети президентских школ, первый президент республики Михаил Николаев. Сегодня в эту сеть входят 10 образовательных учреждений, это лицеи и гимназии. Основная цель таких школ – обучение и воспитание одаренных детей с использованием передовых технологий в образовании. Сейчас идет разработка стратегии развития сети президентских школ до 2032 года. На их базе планируют открыть технопарки и центры развития квалификации. Также создавать школы международного бакалавриата, готовить кадры в сфере IT-отрасли еще со школьной скамьи. В свою очередь Михаил Николаев отметил, что в реализации данной концепции руководство республики должно принять непосредственное участие. В частности, речь идет о помощи в приобретении высокотехнологичного оборудования. Мы должны быть локомотивами, которые поднимают уровень образования в вузах. Это первая наша задача. И, конечно, большая задача состоит в том, что мы должны подготовить одаренных молодых людей, которые будут нужны нашей республике спустя через 5, 10, 20 лет. Наша республика развивается, и в этом развитии нужны специалисты, которые должны работать в IT-технологиях, должны быть очень хорошие врачи. К учебному году образовательные учреждения Ленского района готовы. В этом году масштабные работы по ремонту провели в нескольких школах и детских садах района. Завершились двухлетние контракты. На ремонтные работы из бюджета Ленского района было выделено почти 150 миллионов рублей. В каком виде эти школы и детские сады встретят учеников и воспитанников, оценила наш корреспондент Анна Кожевникова. Чему учат в школе, конечно, важно, но важно и в каких условиях. Когда учеников встречают обновленные кабинеты, оборудованные по всем современным стандартам, это становится хорошим залогом успешной учебы. Как в школе номер 2. Кабинеты физики, химии и математики к новому учебному году здесь были отремонтированы за счет спонсорской помощи. Также в этом году в основном корпусе СОЖ номер 2 произведена долгожданная обшивка фасада. Пришло новое оборудование, приборы, ноутбуки для математики. В общем, все, что мы заказывали из перечня, все новое уже стоит. Школа, конечно, была уже в неприглядном виде. А сейчас, посмотрите, какие красивые подобраны тона, очень нежные, постельные тона. Ребята работают.
С нетерпением учителя и ученики ждут реконструкцию школьного стадиона. Это было бы самым большим подарком для всех маленьких жителей ближайших окрестностей. А вот учителя школы номер 3 уже думают о том, какие спортивные занятия смогут проводить на улице. Подобные современные спортивные площадки в Ленске есть только на стадионе «Алмаз». Провели ремонтные работы и внутри здания СОШ номер 3. У нас был проведен ремонт библиотеки, гардероба на первом этаже, всех санузлов были проведены работы и лестничного марша. Лето 2019-го стало знаменательным и для детского сада Сардана. Здесь с 2013 года педагоги и родители ждут открытия дополнительной группы. Приблизительно на 15-20 человек. Все идет согласно контракту. Думаю, что к 1 сентября группа будет готова. В этом году большой объем ремонтных работ выполнен в образовательных учреждениях всего района. За счет бюджетных средств это почти 150 миллионов рублей. Выполнены ремонтные работы в школе СОШ Ньюя. После сильной грозы у нас было в поселке Чимча, снесло крышу школы над спортзалом. Наши подрядчики там выполнили полностью, крышу восстановили. Приемка прошла. Вся комиссия работала в полном составе, все органы без замечаний, кроме одного. Это капитальный ремонт начальной школы номер 2. Это произошло из-за того, что никто не вышел на первые торги, но тем не менее к ноябрю работы будут завершены. Для учеников начальной школы в основном корпусе приготовлены кабинеты. В школе номер 4 в этом году выполнен большой объем работ по замене канализационных систем. Также завершатся этим летом несколько долгосрочных, переходящих с прошлого года контрактов по обшивке фасадов образовательных учреждений. Например, школа номер 4 обретет новый современный облик. 1 сентября большинство детских садов и школ Ленского района распахнут двери в обновленные здания, полностью готовые к образовательному процессу. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Десятиклассник из Нерюнгри Кирилл Куницын принял участие в международном научном лагере в Китае. Проект этого школьника, посвященный созданию искусственных экосистем для космических кораблей, оказался в тройке лучших. Подробнее Александра Цыбикова. Кирилл Куницын учится в 10 классе информационно-технологического лицея номер 24 имени Варшавского, занимается в Малой академии наук республики уже 1,5 года и специализируется на IT-технологиях. В международный лагерь Asian Science Camp он попал, пройдя всероссийский отбор. В Китае у нас проходил международный исследовательский лагерь, в процессе которого нам вели лекции многие известные нобелевские лауреаты или другие призеры известных научных премий. А также мы совместно с ребятами из разных стран разрабатывали совместно проект. И, получается, наша команда разработала специальную автономную ферму, которая использует гидропонику. И, получается, она может функционировать абсолютно без участия человека. И за эту работу мы получили 3-ю бронзовую медаль. Со своим научным руководителем Сергеем Ивановичем Кирилл начал свою работу 2 года назад. И то его привлекли для международной поездки, так как он свободно говорил на английском. И в процессе совместной работы отметили его потенциал. За эти 2 года одаренный юноша вместе с наставником побывали в Милане, в Корее, Сингапуре, Тайване, Гонконге и в Китае. Кирилл у нас программист, поэтому мы всегда его подключаем, когда ездим на соревнования по робототехнике, там, где надо быстро, оперативно собрать робота, там, пройти какую-то дистанцию, выполнить какое-то задание, что-то запрограммировать. И проекты, естественно, Кирилла связаны с программированием, то есть он разрабатывает совместно с другими ребятами цифровые метеостанции. Сейчас они пишут сайт для них. В этом году Кирилл представил свой проект роутера, который отличается уникальной системой защиты, объединяя несколько алгоритмов, которые практически невозможно взломать. Функционирует на Raspberry Pi, и он имеет множество алгоритмов защиты, такие как Tor, SOX5, Proxy, DNS Proxy. И поэтому практически невозможно вскрыть или получить данные, которые он передает. Такой роутер дает почти 100% гарантию сохранности информации. Он универсальный и подойдет как и в сфере финансовых операций, так и для защиты личных данных от мошенников. Удобный, компактный и автономный, его питание можно производить даже от USB-кабеля. На данный момент Кирилл сконцентрировал свое внимание на разработке сайта мониторинга температурных показаний по изменению климата в республике с помощью самособранных метеостанций. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Небольшая пауза. Вернемся через 30 секунд. Смотрите далее в программе «Итоги дня».
Статистика дня. Какие профессии востребованы в Якутии и какие специалисты зарабатывают больше остальных. Подробный обзор. Якутяне на вершине. Наши спортсмены по масс-рестлингу в составе сборной России завоевали 5 золотых медалей на этапе Кубка мира. Изящные прыжки, высокие препятствия и сложные маршруты на ипподроме ЕГСХ в столице. Жителей и гостей ожидают соревнования по конкуру. Итоги дня на Якутии-24. Продолжаем выпуск. По данным Сахастата, численность занятых в экономике республики увеличилась на 0,5% и составила 464 тысячи человек. Соответственно, общая численность безработных уменьшилась на 0,6% и составила 34 тысячи человек. Моя коллега Юлия Великодная выяснила, какие профессии востребованы в Якутии и какие специалисты зарабатывают больше других. Начну с тех, у кого с поиском работы в Якутске не должно возникать проблем. Это водители, консультанты, электрогазосварщики, воспитатели и полицейские. Почти 500 вакансий в Центре занятости столицы региона для тех, кто проводит свой рабочий день за рулем. Рабочие места для 200 разнорабочих, сварщиков и поваров ждут сотрудников. Ну а менее востребованные профессии на рынке труда в Якутске – это социальный работник, контролер, ветеринарный врач, геодезист, дизайнер компьютерной графики, инженер по охране труда, кинолог, лаборант, судовой механик и оператор связи. Запрос на всех этих специалистов по 7 на каждую профессию. Что касается зарплат, то ее рост следует из данных Росстата. По предварительной оценке, зарплаты в июле выросли на 3,8% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организации составила 45 900 рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 8,2%. В январе-июле 2019 года на 7,2%, говорится в сообщении. Ну а в Якутске самую высокую зарплату предлагают начальнику участков промышленности и командиру воздушного судна – более 150 тысяч рублей. Ближе к 100 тысячам готовы платить машинисту буровой установки и бульдозера и инженеру по ремонту. Далее идут вальщик леса и монтажник технологических трубопроводов. Как мы видим, в лидерах по сумме зарплат остаются промышленные компании. Тем временем по программе «Местные кадры в промышленность» по итогам первого полугодия алмазодобывающая компания «Алроса» трудоустроила 650 человек. Также отмечается, что профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование прошли 10 человек. Они получили профессии лаборант химического анализа, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь КПА, столяр-строитель. Также объявлен набор в группу ремонтник горного оборудования на базе 11 классов. Обучившиеся на дальней специальности идут в дальнейшее и на принятие работу в Айхальский ГОК. В прошлом году начал реализовываться новый проект «Занятость на селе». После успешных показателей в Намском районе проект распространили в Хангаласском, Горном и Оленёкском улусах. Наиболее востребованные профессии среди работодателей в основном технической направленности. Такие профессии, как водитель, машинист, экскаваторщик. А вот население само в большей степени хотят трудоустроиться в сфере бюджета. В рамках вот этого проекта мы должны реализовать множество всяких проектов по линии Министерства ЖКХ, Министерства труда по социальным контрактам, Министерства предпринимательства и, конечно, Госкомзанятости. Вот. Должны создать порядка 167 рабочих мест и обеспечить трудовой занятостью местное население на селе. Проект «Занятость на селе» нацелен на адресный подход. Вот, по наследям, например, главы населенных пунктов очень хорошо знают свое население и направляют на вот эти проекты, реализацию вот этих проектов именно тех граждан, которым очень остро нужна помощь. Большинство высокооплачиваемых профессий требуют образования и опыта работы. Между тем, трудоустраиваются согласно полученному диплому в России по специальности или функционально приближающимся к ней профессиям 56,8% опрошенных. На основе полученных данных эксперты пришли к выводу, что более 40% населения конкурентны на рынке труда с точки зрения возможностей, которое дает хорошее образование. При этом более половины опрошенных имеют образование низкого или
среднего качества, что вынуждает их выбирать на рынке труда специальности, не требующие особых знаний и опыта. Согласно исследованию, самый высокий показатель устойчивости занятости имеют специалисты высокой квалификации. В то же время 20% опрошенных россиян опасаются, что могут потерять работу. Угроза потери занятости растет после достижения работникам 35 лет. И дальше усиливается, достигая максимальных значений в предпенсионном возрасте. Ленская поликлиника Центральной районной больницы поэтапно переезжает в здание бывшего профилактория «Кедр». В данный момент там функционирует пока один кабинет физиопроцедур. Ориентировочно в октябре месяце туда переберутся и другие медслужбы. Помещение практически не требует переустройства. Ведутся лишь работы по монтажу внутренней сети интернет для подключения к общим медицинским системам. Также идут работы по установке дополнительных компьютерных линий и оборудования, а также перепрофилирование кабинетов для размещения персонала и пациентов. В принципе, имеющаяся база и так далее, сделанный ремонт нам позволяет использовать практически полностью здание без особых переделок. Единственное, некоторые нужно подготовить, что называется, режимные кабинеты по Санпину. Подготовим и будем переезжать. Но мы планируем переезд в таком плане, в идеале, чтобы в пятницу врачи закончили прием по старому адресу, а в понедельник начали по новому адресу. Якутские спортсмены по масс-рестлингу в составе сборной России завоевали 5 золотых медалей на втором этапе Кубка мира. Состязания прошли в узбекском городе Алмалык. Всего на соревнованиях приняли участие 103 спортсмена из 14 стран мира. Сборная России на этом этапе была представлена 2 командами. По итогам соревнований наши завоевали в общем 8 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей. Напомним, Кубок мира по масс-рестлингу проводится в 3 этапа. Первый этап уже состоялся в Баку, а последний, 3-й этап, пройдет в ноябре в Польше. Из нашей республики выехало 9 взрослых и 3 юношей. И все они возвратились с медалями. Из взрослых можно отметить Черноградскую Наталью, Берлипскую Екатерину, Василия Андросова, Сергея Константинова и Айсена Тастырова. Они все стали чемпионами. И из юношей тоже, из 3 юношей 2 чемпиона и 1 призер. Но в основном соревнования прошли на очень высоком уровне. Якутские спортсмены продолжают акцию под названием «Наш флаг». Она приурочена к предстоящему Дню российского флага и связана с радостной новостью. Российские спортсмены официально выступят на Олимпиаде в Токио под родным флагом. Напомним, ранее из-за допинг-скандала российская сборная была отстранена от участия в Олимпиаде 2018 года и была допущена только под нейтральным флагом. В июле Международный олимпийский комитет отправил России официальное приглашение принять участие в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году. И сборная России наравне с другими странами выступит на этой Олимпиаде под собственным флагом. В составе сборной России также выступят якутские спортсмены. В эти дни Анастасия Диадорова готовится к чемпионату мира по плаванию, который пройдет с 9 по 15 сентября в Лондоне и станет отборочным к предстоящим паралимпийским играм. Конечно, мы очень долго этого ждали, того, чтобы нас наконец-таки допустили, потому что было очень тяжело не выезжать на соревнования и сидеть дома и не представлять свою страну. И сейчас надеемся, что эти 2,5 года никак не повлияют на наши спортивные результаты, и спортивная злость будет еще больше. Флаг, вот этот главный символ, скажем так, нашей страны, нашей команды, он говорит о том, что мы все одна большая команда, одна большая семья, и это не просто триколор, это действительно такой символ победы, силы воли и, не знаю, очень важный. Поддержать акцию призывают в социальных сетях, опубликовав фотографию с триколором и поставив хэштег «Наш флаг». В эту субботу на ипподроме ЕГСХ жителей и гостей столицы ожидают соревнований по конкуру. Сейчас участники тщательно готовятся. Соревнования будут проходить по 3 возрастным категориям и по 3 маршрутам. Сначала членам жюри предстоит оценить манежную езду, потом всадники должны проходить маршруты с разными препятствиями.
Выиграет тот, у кого крепче нервы. Лошадь сама по себе никогда ничего не прыгает, ее заставляет всадник. Если лошадь почувствует, что всадник начинает мандражировать, так сказать, то лошадь прыгать не будет. У нас будет 3 маршрута: 40-60 сантиметров, 60-80 сантиметров и 80-100 сантиметров. Первый главный приз у нас 2 билета в Москву, туда и обратно с открытой датой. Общий призовой фонд соревнований 75 тысяч рублей. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на нашем канале, будьте всегда в курсе.